В Урнарском районе продолжаются отчетные встречи с населением. На днях Леонид Николаев встретился с жителями деревни Кюмель-Ямаши и Малые Яуши. Сначала с отчетом о проделанной работе за 2019 год выступил глава поселения Сергей Волков. На территории Малояушского поселения 8 деревень, в которых проживает 1289 человек. В минувшем году родились 8 детей и умерло 32 человека. Бюджетные средства большей частью были направлены на ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог. Так, в деревне Старая Шардана по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» была построена дорога протяженностью 675 метров. Отремонтированы участки дорог в деревнях Тузисярмус, Троицкая. В 2019 году по программе инициативного бюджетирования отремонтирована дорога в деревне Тузисярмус 820 метров. В текущем году с помощью этой же программы необходимо отремонтировать участки дорог по 3 улицам в деревне Старая Шардана. В 2019 году конкурсный отбор прошел и проект по ремонту ограждения ритуального домика на кладбище в деревне Тимирчкасы. В течение прошлого года капитально отремонтированы обелиски павшим воинам в Великой Отечественной войне. В деревнях Троицкая и Тузисярмус установлены новые обелиски в селе Малые Яуши и деревне Тимирчкасы. Заменена ограда вокруг обелиска в деревне Кюмель-Ямаши. Территория поселения занимает более 5686 гектаров. Пустующих земель на территории нет. Земли на территории поселения обрабатываются агрохолдингом Урнарский мясокомбинат, фермерскими хозяйствами. В минувшем году за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 365,7 квадратных метров общей площади жилья или 75% к плану. Глава администрации поселения подробно остановился на вопросах собираемости платежей за вывоз мусора, ознакомил с основными направлениями деятельности поселения, охарактеризовал уровень развития поселения конкретно по направлениям. Глава поселения ознакомил и с задачами на текущий год. Это ремонт перехода через овраг между улицами Школьная и Комсомольская в деревне Тузисярмус, ремонт грунтовой дороги по улице Полевая в деревне Мулаксара, обустройство дополнительных контейнерных площадок. В ходе отчетной встречи ветеранам поселения, 3 труженикам тыла, проживающим в деревне Кюмель-Ямаши, были вручены юбилейные медали. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Далее слово было предоставлено представителям полиции и руководству школы. Начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Сергей Иванов и участковый Андрей Гончаров ознакомили с состоянием преступности на территории района и конкретно по поселению. В 2019 году на территории поселения совершено 8 преступлений. Участковый в своем выступлении отметил, что в последнее время участились случаи мошенничества путем бесконтактного хищения средств с банковских карт. Призвал присутствующих быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям и звонкам. Директор Малояшской средней общеобразовательной школы Аделина Степанова проинформировала, что на территории поселения функционирует одна общеобразовательная организация, в которой обучается 71 ребенок. Численность учителей 11. Глава администрации района Леонид Николаев подробно знакомил с итогами социально-экономического развития муниципалитета. Постарался ответить на актуальные вопросы жителей поселения. В ходе отчетной встречи с жителями поселения поднимались различные вопросы, затрагивающие дальнейшие работы по благоустройству территории поселения, освещение населенных пунктов, ремонта и содержания дорог, закупочных цен на молоко и другое. Все встречи прошли на позитивной ноте. Жители поселения дали свои отдельные предложения по вопросам его дальнейшего развития. Елена Анисимова, Ирина Константинова, Елена Блацева. «Вокруг нас».